الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Милостью Аллаха Субхану ва Тааля продолжаем толкование суры Аль-Кахф, пещера. И на прошлом уроке начали историю пророка Муса, алейхиссалям. И эту историю не только приходит в суре Аль-Кахф, но также она объясняется в достоверном хадисе от пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, начало которой мы упомянули в нашей прошлой встрече, что Муса алейхиссалям во время одной из проповедей перед своим народом, когда у него спросили, есть ли кто-то более знающий, чем ты, он ответил нет. И тогда ему было внушено, что нет, все-таки есть человек, который знает больше тебя в определенных вопросах. И Муса алейхиссалям, человек, который действительно стремится к знанию и совершенству, он спросил у Аллаха Субхану ва Тааля, где же этот человек? И ему было поведано расположение этого человека. Он направился туда со своим учеником, спутником, будущим пророком Юшуа ибн Нун, который ему прислуживал, будучи юнцом. И они встретились с этим человеком. И этим человеком оказался Аль-Хадир, относительно которого, как мы говорили, ученые разошлись во мнении, является ли он пророком Аллаха Субхану ва Тааля, либо же он является одним из его праведных рабов, которому дано чудо. И Аллаху а'лям, некоторые ученые приводят в правоту, что все-таки он был пророком, и приводили доводы при нашей последней встрече. Однако, будь он пророком или же праведным рабом Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, смысл истории в том, что он обладал знанием, дарованным от Аллаха, которым не обладал Муса алейхиссалям. И поэтому Муса пришел к нему, Муса алейхиссалям, для того, чтобы это знание получить. Он проделал долгий путь, проходил определенные испытания, следовал этому пути и дошел, и встретился. И как подобает ученику, он обратился к нему с просьбой. Несмотря на то, что он пророк Аллаха, посланник Аллаха, он вежливо, с почтительностью обратился: можно ли мне тебя сопровождать и обучиться у тебя знанием о прямом пути? قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. И на что Аль-Хадир ему говорит: إنك لن تستطيع معي صبرا, ты не сможешь проявить со мной терпение. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا, и как же ты будешь терпелив в отношении тех событий, о которых у тебя нет знания, суть которых, истинный смысл которых, когда человек не знает определенных действий, ему тяжело их воспринимать и терпеть то, что он видит, то, что он услышит, то, что он преодолеет. И с этого началась их встреча. Все-таки Муса алейхиссалям, несмотря на предупреждение Аль-Хадира, он сказал, что все-таки я последую за тобой и не буду тебя спрашивать. «Сатаджидуни инша Аллаху сабира валя асиля кама амра», говорит Муса, ты непременно увидишь, что я из терпеливых, и я не буду ослушаться тебя ни в одном из вопросов. И тогда Аль-Хадир хорошо сказал, поставил условие: я возьму тебя с собой в путь, сопровождай меня, однако не спрашивай у меня о причине моих поступков, пока я сам тебе не сообщу об этом.
И с этого момента мы продолжим сегодня историю Мусы и Аль-Хадира, алейхим ассалям. И Аллах говорит, 71 аят суры Аль-Кахф: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. И они двинулись вдвоем. Что интересно, здесь используется глагол двойственного числа. Да, в арабском языке есть 3 числа. Есть единственное число, когда действие выполняет один человек. Есть двойственное число, когда действие выполняют 2 людей. И есть множественное число, когда действие выполняют 3 и более людей. И вот здесь приводится глагол «фанталяка». Они вдвоем пошли. И тут, хотя там же еще был кто? Юша ибн Нун, который был с Мусой, алейхим ассалям. И тут ученые говорят, либо Юша ибн Нун, он не отправился с ними и не сел на тот корабль, о котором сейчас идет речь, либо же, что основные действующие лица, действия которых важны в этой истории, это именно Муса и Аль-Хадиру, алейхим ассалям. И Юша ибн Нун, он по умолчанию следует за ними. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля использовал двойственный глагол двойственного числа. Если же было множественное число, то было бы фанталяку, а не фанталяка. И Аллах говорит, вот они вдвоем отправились, шли по берегу и увидели корабль плывущий. Те, кто были на корабле, они узнали Аль-Хадира и пришвартовались для того, чтобы взять их к себе на борт. То есть Муса и Аль-Хадир, они шли, и Аль-Хадир изначально шел по этому пути для того, чтобы сесть на корабль. И когда эти люди пришвартовались, Муса и Аль-Хадир сели на корабль, Муса сделал в корабле пробоину, сделал дыру в корабле. Увидев это, Муса говорит, «Каля ахаракатаха ли тугрика ахляха». Ты зачем сделал пробоину? Ведь непременно это повлечет к утопанию обитателей корабля. «Лакада джи'та шай'ан имра», воистину ты совершил великое дело. Имра, то есть великое, большое дело. Твой поступок, он непростой. Это действительно великое, большое дело. Ты испортил людям корабль, ты сделал в нем пробоину, и это, несомненно, приведет к их утопанию. На что Аль-Хадир ему ответил, «Каля алям акуль иннака лан тастати'а ма'ия сабара». Разве я тебе не сказал, что ты не сможешь проявить со мной терпение? То есть первый же случай, который произошел, и Муса, алейхиссалям, увидев то, что сделал Аль-Хадир, он не проявил терпения. Сразу спросил, почему ты это сделал? Почему он так спросил? И Муса, алейхиссалям, говорит, «Каля ла туахидни бима наситу, ва ла турхикани мин амри усра». Он сказал, не взыщи с меня за мою забывчивость. Не взыщи с меня за мою забывчивость и не суди меня строго, не будь ко мне строг, суров. Здесь Муса, алейхиссалям, он признал то, что он ошибся. И говорит, причина тому, что он ошибся, он забыл. Почему он забыл? Потому что Муса, алейхиссалям, он посланник Аллаха, субханаху ва тааля. И посланник Аллаха, его пророки, их миссия – это призыв к одобряемому и удержание от порицаемого. И они непременно, видя какое-то предосудительное действие, они уже автоматически начинают это пытаться остановить. Как в хадисе пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям нам сказал, если увидите «Ман ра минкум мункаран фалюгайрху биядих», кто увидел предосудительное, пусть остановит, изменит это своей рукой. «Фаин лям тастати' фабилисани», если же не может, то пусть словами.
«Фаин лям тастати' фабикальбих», если же нет, то сердцем пусть этому противится. И пророки — это наивысший пример призыва к одобряемому и удержания от порицаемого. И Муса, алейхиссалям, даже вот это его характер, вот это его привычка постоянно людей призывать к добру и отвергать порицаемое, он даже это его заставило забыть то обещание, которое он дал Аль-Хадыру. Какое обещание? Что я буду терпелив, и что бы ты ни делал, я не буду противиться этому. Он забыл из-за этого. И тут Аль-Хадыр, смотрите, что интересно, как помечают толкователи Корана, он не сказал «я забыл просто». Он сказал «не взыщи с меня за мою забывчивость». Таким образом, он оправдался, как бы смысл его оправдания был не сама забывчивость, а он оправдался тем, что он признал свою ошибку. Вот часто, особенно среди детей это может быть, да даже среди взрослых встречается, человек попросил какое-то дело сделать, потом, или ребенка, какое-то время прошло, сделал, не сделал. Почему? Забыл. Вот это неправильное оправдание. Потому что забывчивость, она о чем свидетельствует? Да, о твоем несерьезном отношении к этому делу, или ты халатно отнесся и так далее. И здесь Муса, алейхиссалям, он не оправдывается своей забывчивостью. Он говорит, не взыщи с меня. То есть он признал свою вину. И сказал, что я забыл, поэтому прости меня. Я забыл и прости меня. Он признал свою вину. А человек, который говорит, я забыл, он думает, что слово сказав, я забыл, он тем самым оправдался. Нет, забыл, это не оправдывает тебя. Ты либо признай свою вину, либо же ты приведи веские доказательства, да, оправдания тому, что ты не сделал что-то. И вот интересное помечание делают муфассиры, толкователи. Муса, алейхиссалям, его оправдание было, что все-таки он признал вину, а не просто то, что он забыл. И не будь ко мне строг из-за этого. Далее они пошли. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ. И они далее двинулись вдвоем, пока не встретили молодого юношу, ребенка. И Аль-Хадыр убил этого ребенка. Они шли, в некоторых тафсирах приводится, что они встретили, среди группы детей, которые играли, встретили одного юношу. Аль-Хадыр убил этого ребенка. Каким образом? Аллаху а'лям. Где-то приводится, что он разбил голову или каким-то другим способом, но суть в том, что он убил ребенка. И Муса, алейхиссалям, говорит, «Акатальта нафсан закиятан бигайри нафс». Как ты можешь убить чистую душу, чистого человека, то есть ребенка, и ребенок, который не достиг аль-баляга, половой зрелости, мы знаем, у него благодеяния идут на пользу, однако грехи его не записываются. Он чист. И Аль-Хадыр убил подобного человека, ребенка, безгрешного. И ты убил его в то время, он сам никого не убивал. Он сам, этот ребенок, он безгрешен, еще и никого не убивал, и ты его убил. Воистину ты совершил великое злодеяние, великое предосудительное действие, зло. И так бы ответил, наверное, каждый, увидев такое действие. И что же говорит Аль-Хадыр? «Каля алям акуль лака иннака лан тастати'а ма'я сабра». Разве я не сказал тебе, что ты не сможешь проявить со мной терпение? Что интересно, в предыдущий раз, в первый раз, когда Муса, алейхиссалям, не сдержал обещания, Аль-Хадыр ответил ему мягче. Разве я не сказал, что ты не проявишь терпение? А здесь, когда второй раз это произошло, Аль-Хадыр добавил уже, разве я не сказал тебе? То есть вот это слово «тебе» здесь добавилось. И это уже что? Более такое грубоватое, сильное замечание становится. Когда уже говорят «я же тебе сказал», когда добавляется «тебе». В
в первый раз не было. И здесь второй раз Муса, алейхиссалям, услышав уже слова Аль-Хадыр подобные, он понимает, что третья ошибка уже будет недопустима. И сам говорит Аль-Хадыру: «Каля, ин саальтука ан шайин ба'даха, фаля тусахибни». И Муса, алейхиссалям, тогда говорит: если я тебя еще раз о чем-то спрошу, фаля тусахибни, не бери меня с собой, то есть откажись от моего спутничества. Все, отгони меня от себя. Муса, алейхиссалям, сам ему говорит: если я еще раз что-то спрошу, то отстрани меня от себя. «Кад баля'та мин ладунни узра», ведь воистину ты уже достаточно получил от меня оправданий. Я уже достаточно перед тобой оправдывался, и следующее оправдание уже будет недопустимо. И они двинулись дальше. Уже два случая, да, получается? Первое, они сели на корабль, которым сделал пробоину Аль-Хадыр. Второй случай, Аль-Хадыр убил молодого ребенка. И третье, что же произошло? «Фанталака». Опять это глагол двойственное число. Они вдвоем пошли. «Хатта ида атая ахля карьятин истат'ама ахляха». Пока они не пришли до деревни. И у жителей этой деревни они попросили приюта, пищи. Истат'ама, то есть попросили у них пищи. Чтобы их приняли как гостей, накормили, напоили. Однако жители этой деревни они отказались их встретить, принять как гостей. Жители деревни отказались их принять как гостей. И когда они проходили мимо этой деревни, увидели стену, которая была готова упасть. Была некая конструкция, стена, джидар, и она вот-вот рухнет в этой деревне. И что же сделал Аль-Хадыр? Он эту стену восстановил, поставил на место, чтобы она не упала, укрепил ее. И Муса просто сказал: если бы ты хотел, ты мог бы попросить у них за это оплату. Тут не было никакого упрека, да, как в предыдущих разах, не было никакого какого-то порицания, что ты сделал, как ты мог такое сделать. Нет, но все равно это, получается, был вопрос касательно действия Аль-Хадыра. Стена почти упала, и он ее поднял. И Муса, алейхиссалям, говорит: мог бы у них за это плату попросить. Они нас даже отказались приютить, нас накормить. На что Аль-Хадыр говорит: «Каля хада фираку бейни ва бейник». Он говорит: это разрыв между нами. Фирак, разрыв. Все, на этом мы с тобой расходимся. То есть вот это третий, его слова Муса, алейхиссалям, тоже было проявление нетерпения в отношении действия Аль-Хадыр. И тогда, значит, это есть разрыв, на этом мы с тобой расходимся, Муса. Теперь же саунаббиука биттауили ма лам тастати алейхи сабра. И теперь я тебе сообщу о том, к чему ты не смог проявить терпение. И Хадыр начинает перечислять все три события. Объясняет Муса, алейхиссалям, смысл, причину своих действий. Амма сафинату, что касается корабля. Факанат лимасакина я'малуна фил бахри. То этот корабль принадлежал беднякам, которые промышляли посредством этого корабля на море, в море. Либо они рыбачили, либо же занимались перевозками, переправой людей. И что же было? فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. Я вознамерился
сделать в ней пробоину, как бы сломать ее, ведь وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا, ведь за ними в этой местности был правитель, который каждое судно, встречавшееся на пути ему в море, он забирал силой себе. И, возможно, хозяев этого судна что делал? Убивал. То есть себе забирал разбоем, силой суда, которые находились в его правлении. А я, говорит, из-за этого захотел их судно сломать, сделать в нем пробоину. Здесь есть два толкования. Почему же он хотел сломать? Первое толкование, самое распространенное в среди всех муфассиров, они объясняют, что этот царь, он забирал не все корабли, не все суда, а те, которые были в идеальном состоянии. Если его, значит, флот натыкался в море на какие-то суда и видел, что судно стоящее, что судно, оно в идеальном состоянии, нет никаких недостатков, пробоин, он отбирал это судно, и это судно дальше использовал уже в своих целях, в свою пользу. И Хидр тем, что повредил это судно, как бы защитил их от посягательства царя на их судно. Потому что судно уже испорченное. Оно уже залатали и так далее. Другие же ученые говорят, все это действие происходило еще на берегу. Когда судно пришвартовалось, Муса и Хадр взобрались на борт, и Хадр тут же сделал пробоину в судне, чтобы задержать хозяев этого судна от выхода в море и позволить флоту, судам этого корабля проплыть мимо и тем самым не увидеть судно этих рыбаков, бедняков и не отобрать у них это судно. Такое толкование тоже приводится. То есть смысл его действий в том, чтобы уберечь этих людей, бедняков, от правителя несправедливого и уберечь их имущество от него. Второе же, что произошло? Ребенок. وَأَمَّا الْغُلَامُ, что касается этого юноши, فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. То у этого юноши родители были верующими праведниками. Отец и мать этого юноши были верующими праведными людьми. И мы опасались, что этот юноша своим поведением и своим, когда вырастет, он введет их в неверие и ослушание. То есть ему было сообщено от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, что этот ребенок, когда вырастет, он своим поведением и своими действиями не только сам впадет в неверие и в ослушание, но также родители его последуют за ним. Эти верующие рабы, праведники, которые вели праведный образ жизни, по причине своего сына, который на них негативно повлияют, они тоже отойдут от религии и впадут в грехи и неверие. То есть мы понимаем, обычно родители влияют на ребенка, да? Но также бывает, что ребенок на родителей может повлиять. Так же, как, например, обычно муж на жену влияет. Но бывает, что и наоборот жена на мужа влияет. Он поддается ее провокациям, ее каким-то призывам. И вот тут же такой случай. То есть в будущем, если бы этот ребенок вырос, то родители бы грехи. И что же говорит дальше? فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. И пожелали мы, и пожелал их Господь, заменить его лучшим, который будет чище, праведнее в своих поступках, в своих религиях, أَقْرَبَ رُحْمًا, и ближе к своим родственникам.
И Аллах Субхану ва Тааля пожелал заменить им этого ребенка тем, кто будет более правдивым, чистым, религиозным, богобоязненным, и который будет соблюдать права родственников. Рахим, то есть беречь родственные узы. Вот этот случай – это вопрос касательно предопределения Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И порой, да, наверное, чаще всего, мы не в состоянии понять всего замысла. Почему именно так Аллах Субханаху ва Тааля сделал? Кто-то может задаться вопросом, а почему Аллах не изменил этого юношу? Не изменил его судьбу, его предопределение, а погубил его и заменил другим. Ответов на это нету. Это воля Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Он обладает безграничной мудростью, знанием и справедливостью. Если он поступил, сделал именно таким образом, значит, так нужно было. И не подобает задавать вопросу Творцу относительно его поступков. Также, когда Аллах Субхану ва Тааля сказал ангелам, что Он сотворит наместника на земле в лице человека, ангелы спросили его: разве ты установишь на земле того, кто проливает кровь и распространяет нечестие? На что им Аллах Субхану ва Тааля ответил: «Инни а'ляму ма ла та'лямун». Я знаю то, чего вы не знаете. И вопрос предопределения – это воля Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Это Его знание безграничное. Если так сделано, значит, так должно было быть. Мы можем лишь предполагать и извлекать возможные пользы, что, возможно, смысл того, что Аллах Субхану ва Тааля именно погубил этого ребенка, заключался в том, чтобы и родители прошли определенные испытания. Потерю ребенка, впоследствии которого они бы обратились ко Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля с восхвалением, проявили терпение и за это получили бы лучшее потомство. Вот сегодня только после Зухра намаза мы читаем хадисы на татарском, где как раз привели хадис, где пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям говорит: кого бы не постигло несчастье, горе, если он в это время скажет: «Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун, Аллахумма джурни фи мусибати ва ахлиф ли хайран минха». О Аллах, мы принадлежим Аллаху, и к Нему наше возвращение. О Аллах, дай мне вознаграждение за это горе, дай мне в этом вознаграждение за проявленное терпение, и верни мне лучшим, чем это. То Аллах Субхану ва Тааля говорит, непременно даст ему вознаграждение и вернет ему лучшее. И Умму Саляма, которая, рады Аллаху анха, привела этот хадис, она говорит: я сказала эти слова, когда умер мой муж Абу Саляма. Попросила у Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы он мне заменил лучшим. И мне было заменено лучшим. Мужем лучше, чем тот муж, который у меня был. Кто же это? Это пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, стал ее мужем. Таким образом, Аллах за проявленное терпение этой женщины заменил ей лучшим. И, возможно, здесь родители Аллах Субхану ва Тааля тоже испытал, чтобы они проявили. И таким образом, после этих событий, Аллах Субхану ва Тааля заменит им лучшим потомством. Валлаху а'алям, Аллах знает лучше. И третье, значит, первый корабль. Аль-Хадр пояснил. Ребенок, он разъяснил причину своего данного поступка. И третья стена. Что за стена? Что с ней? Почему он ее поднял, восстановил? Он говорит: «Ва джидар», что же касается этой стены, «факана ли гуламайни ятимайни фил мадинати», то эта стена, то есть вот это сооружение, оно принадлежало двум сиротам, жившим в этом городе, в этой деревне. Однако эти сироты еще были юные и не могли распоряжаться этим имуществом. И «вакана абухума салиха», а отец этих двух сирот при жизни, он был праведником. Есть двое сирот, отец их умер, но он при жизни был праведником. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ.
И под этой стеной وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا был клад. То есть было имущество, закопанное их отцом, клад, богатство, которое принадлежало им под стеной. И твой Господь пожелал, чтобы эти юноши достигли зрелости, повзрослели, и тогда заполучили это имущество. Если же сейчас эта стена упадет, когда эти дети юные, что произойдет? Стена падает, клад, имущество, богатство раскрывается, и люди деревни, они просто между собой бы поделили. И этому есть явное опасение, потому что они даже не приютили двух путников. Троих, да, если еще Юша ибн Нун с ними был. Они даже не приютили, не накормили гостей. Что же говорить, если они найдут богатство под землей? Несомненно, это богатство не достанется этим сиротам. И вот таким образом Аллах Субхану ва Тааля дал знание Аль-Хадыру и дал сказать, и пояснил, что нужно сделать. Аль-Хадыр, по тому знанию, которое ему даровано, он поступил таким образом. Он стену укрепил, таким образом сберег вот это богатство под стеной. И когда уже эти двое сирот повзрослеют, они сами это имущество выкопают и будут им уже пользоваться. Таким образом, смысл поступка был сохранение имущества этих детей-сирот. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. И все это я совершил не по своему знанию, не по своему хотению, не по своей воле. То есть этими словами он говорит, что это я сделал не сам. Я не сам до этого додумался, а все это было внушено мне от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И человек, он не может до таких сокрытых вещей сам дойти, до таких умозаключений. Нет. И поэтому человеку надлежит поступать так, как поступал Муса. Муса что сделал? Он выводил решения и руководствовался тем, что перед ним сейчас, явными доводами. Уничтожили корабль, продырявили корабль. Что это? Это грех, это посягательство на имущество человека. Это запрещено. Он уже на основании этого явного выводит решение и свою позицию. Лишь в том случае, когда от Аллаха пришло откровение, избранные рабы могли поступить по-другому на основании этого знания. И также поступил Аль-Хадыр. Ведь ему было это внушено. Если бы не было внушено, то он бы не совершил бы всего этого и не имел права это совершить. И далее говорит: ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. Это и есть разъяснение того, на что у тебя не хватило терпения. Обратите внимание, когда будете читать суру Аль-Кахф, у нас до этого везде приходил глагол, и читался он «тастати'». Однако в этом аяте приходит «тасти'». «Тастати' и «тасти'». То есть там есть две «т», «тастати'». Здесь же нету одной «т» в середине, «тасти'». Так вот же, оба этих слова переводятся «ты не смог проявить терпение». В арабском языке и «тастати' читается, переводится также «не смог проявить терпение», «лям тастати'». Или же «лям тасти' тоже «ты не смог проявить терпение». Даже знаю некоторых знатоков Корана, да, вот один шейх, один устаз, сам хафиз Корана, вот он говорит: я долгое время читал везде «тастати'». Потому что привыкаешь, и везде это слово применяется. Смысл один и тот же, однако все-таки здесь приходится именно «тасти'». Я даже здесь читал «тастати'», и через долгое время, только более внимательно, я заметил, что там, оказывается, не «тастати'», а «тасти'». فَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Быть может, вам что-то нравится. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Если, быть может, вам что-то неприятно, но в этом есть благо для вас. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. А быть может, что вам что-то нравится, это приятно вам, вы стремитесь к этому,
а в этом есть зло для вас. Валлаху я'аляму, Аллах знает, вы не знаете. Этот аят – это основа упования на Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, что человеку все его поступки, свою жизнь следует строить на основании законов и постановлений религии Аллаха, а не так, как ему думается, что в этом благо. Не так, как ему думается, что вот это принесет ему пользу, или ему хочется этого совершить. Ведь мы не знаем, чем обернется наши слова или же наши поступки, которые мы совершаем. И мы не в ответе за это. А таким образом, важно именно средства, которые мы избираем для достижения цели. А достигнем мы цели или нет, это уже воля Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. И много очень интересных польз. Тот же, например, последняя история, только упомянем, где Аллах, субханаху ва тааля, говорит, это было имущество 2 сирот, и их отец был праведником. Их отец был праведником. То есть праведность отца, она привела к тому, что Аллах, субханаху ва тааля, Он заботится о его потомстве даже после смерти человека. То есть самое важное человеку, да, в первую очередь, это праведность самого и также воспитание праведного потомства. Ведь может быть так, что ты в погоне за мирским, за дунья, будешь пренебрегать повелениями Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, и думаешь, что вот я оставил своему потомству большое имущество и так далее, и все это имущество может лишь наоборот их погубить. А может быть наоборот, что человек все-таки больше занимался праведными поступками, поклонением, повиновением Всевышнему Аллаху, субхану ва тааля, и своих детей таким образом воспитывал. И Аллах, субхану ва тааля, даже после смерти человека, Он будет покровителем его потомства. Он будет покровителем его потомства и будет им помогать. На этом мы, иншаллах, завершим. И остается у нас последняя история. Сура Аль-Кахф. Это история Зуль-Карнайн. Зуль-Карнайн. О нем мы поговорим, иншаллах, в следующий раз. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллах.